ВГТРК отмечает 30-летний юбилей. Она была образована 14 июля 1990 года. За это время снято бесконечное множество сюжетов, познавательных и развлекательных программ, документальных фильмов. Всероссийская государственная телерадиокомпания прошла испытание временем, и сейчас это крупнейший медиахолдинг. Каждый день жители России и не только смотрят «Вести» на 54 национальных языках, в том числе и на остинском. Подробности у Галины Григорян. С каждым годом расширяя границы и осваивая новое, от видеокассет до цифрового вещания. У истоков филиала ВГТРК в Северной Осетии стояли мэтры журналистики. Свой опыт передавали молодым. Традиции продолжают и сегодня. Уже 2 года я здесь, в прекрасном коллективе ГТРК «Алания» нахожусь, работаю, развиваюсь. Нельзя ни в коем случае недооценивать значимость ГТРК как очень крутую платформу для становления профессионала. Часто я смотрю за нашими материалами, за материалами, которые выходят в федеральном эфире, и иногда не вижу абсолютно никакой разницы между качеством подачи, потому что здесь все работает для того, чтобы выдать зрителю крутой контент, крутой материал. 14 июля 1990 года Президиум Верховного Совета РСФСР учредил новую телекомпанию. Она успешно прошла испытанием временем, и сейчас это крупнейший медиахолдинг, в котором работают тысячи профессионалов. Каждый день страна смотрит «Вести» на 54 национальных языках, в том числе и на осетинском. С момента создания ВГТРК, с 14 июля 1990 года, началось реформирование регионального телерадиовещания. И вскоре после этого события региональные телерадиокомпании, региональные ГТРК стали дочерними предприятиями ВГТРК. И уже в 2004 году мы приобрели статус филиала ВГТРК. И с этого момента мы существуем в этом большом холдинге. Это один из крупнейших медиахолдингов сегодня в нашей стране. В него входят как федеральные каналы, такие как «Россия-1», «Россия-24», «Культура» канал, много радиоканалов, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», и многие другие телерадиоканалы. И, конечно, большая семья региональных филиалов ВГТРК, в том числе филиал в Северной Осетии ГТРК «Алания». Заслуги сотрудников медиакорпорации отметил и президент России Владимир Путин. Сегодня президент России направил телеграмму поздравительную ВГТРК, отметив большой вклад нашего холдинга в развитие цифрового телерадиовещания. Это была большая программа цифровизации, вы знаете, в нашей стране. И региональные филиалы ВГТРК переходили на новые технологии производства. Мы отказывались от пленки и переходили на цифру. В течение многих лет эта программа реализовывалась. И благодаря инвестициям в ВГТРК мы построили новый цифровой телерадиокомплекс. Работу телерадиокомпании ГТРК «Алания» сейчас обеспечивают 140 специалистов. Каждый день в эфире канала информационные, развлекательные, аналитические программы, которые нашли